Сәлем достар, қалайсыздар? Фуникулеріміз қалай? Камераның алдында Юлия from Казахстан. Приветствую вас, дамы и господа. Перед камерой Юлия from Казахстан, которая, собственно, уже вернулась в Казахстан, продолжает снимать для вас полезные видики. И сегодня у нас с вами на повестке дня очередная буква из специфических букв казахского языка под названием. В общем, звучит она так. Вот это та самая буква «Н» с хвостиком, которой нет в русском языке. Напомню, что я снимаю видики для тех людей, кто говорит по-русски, кто обучался в школах на русском языке. И именно с этой позиции, чтобы вы как-то смогли подступиться к казахскому языку. Итак, давайте я вас научу, как, собственно, ее читать. На самом деле все не так-то уж и страшно. Например, первый способ, как это сделать, да? Для тех, кто знаком с английским языком, все будет очень и очень просто. Там есть такой дифтонг, когда буква N и буква G пишутся вместе в таких словах, как English, morning, evening, может быть, слово long, да? Что-то еще. В общем, где буква N и буква G пишутся вместе. Я здесь где-то напишу, чтобы вы понимали, о чем идет речь. И именно вот этот звук при образовании буквы N и буквы G совместно, когда он находится, да, когда эти две буквы находятся, именно этот звук и используется в казахском языке, когда вы видите букву N с хвостиком снизу, собственно. Вот такая магия. Ну а для тех, кто с английским языком пока еще не знаком, хотя, знаете, чем больше языков вы знаете, тем интереснее жизнь. Так что призываю изучать не только казахский язык, но и английский, и немецкий, и арабский, и нидерландский, и китайский. В общем, чем больше языков знаете, тем интереснее. И, конечно же, оставляйте в комментариях ссылки на свои YouTube-каналы, где вы обучаете людей иностранным языкам. Я думаю, всем нам будет полезно переопыляться. Ну и давайте способ уже мой, может быть, не мой, но, в общем, как это сделать, чтобы понять для тех, кто не изучал английский язык, как же научиться произносить букву «Н» с хвостиком снизу. Во-первых, сначала произносим букву «Н», обыкновенную, ту самую, которая используется и в русском языке, «н», и понимаем, что язык у нас упирается в верхние зубы при ее произнесении. Вот, Нина, ноль, получается, да? А вот теперь кончиком языка тянемся к верхнему небу. Дотянулись? Кончиком языка уперлись в верхнее небо, да? А вот теперь, чтобы получилась та самая необходимая нам буква «Н» с хвостиком снизу, нужно сделать следующее. Не дотянуться до этого неба, произнося обычную букву «Н». Вот так легко и просто образуется вот эта вот самая буква «Н» с хвостиком снизу. Ну а теперь давайте прочитаем с вами 100-500 слов. Итак, поехали. Ваша Юлия from Казахстан подготовила для вас несколько тысяч слов. Ну хорошо, не тысяч. В общем, погнали. А теперь давайте на сравнении разберемся, как же это звучит. Читаем сначала «он», а затем «он». Теперь тон и тон. Дальше жон и жон. Сон и сон. Шон и шон. Напоминаю, да, кончиком языка мы не дотягиваемся до верхнего неба, когда произносим букву «Н». И у нас получается, собственно, «Н» с хвостиком снизу. Дон и дон. Йен и йен. Тен и тен. Жен и жен. Сен и сен. Щен и щен. Ден и ден. М. Как научиться читать палочку с хвостиком?
Как научиться читать палочку с точкой? Палочка с точкой – это мягкая буква казахского языка, и это нечто среднее между буквами «ы» и «и». Хотя есть буква «ы», есть буква «и», а есть буква «у». Ни туда, ни сюда, но мягко и коротко произносится. «м» и «м», «ц» и «цм», «ж» и «жм», «с» и «см», «ш» и «шм», «д» и «дм». Буква «ы», кстати, произносится в казахском языке тоже коротко, в отличие от русской версии. «ы» и «м», «тын» и «тым», «жын» и «жым», «сын» и «сым», «шын» и «шым», «дын» и «дын». Итак, читаем с вами первое слово. Слово «ам». 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 Сначала пробуем через букву «н» обыкновенную, а затем тянемся кончиком языка к верхнему небу и, не дотягиваясь до него, произносим снова букву «н» обыкновенную. «Ам». «Ам». «Ан». «Ам». «Ан». «Ам». Вот, в казахском языке желательно, конечно, не путать эти буквы, в общем, как и другие, потому что может поменяться смысл слова. Следующее слово. Таун. Таун. Тан и таун. Ничего сложного. Шан. Шан и шан. Шан. Следующее. Йен. Йен и йен. Йен. Следующее слово. Жен. Жен. Жен и жен. Жен. Дальше едем. Он и он. 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 Думаю, у вас уже все получается. Ну а если нет, едем дальше. Ман. 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 Ман и ман. 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 Диптонг N плюс G. Дальше. Мы. Мы. Буква «ы», напомню, читается коротко в казахском языке, в отличие от русской версии, да? Мын и мы. 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 Есть еще нюанс, вы знаете, когда вы подпростыли, буква «н» у вас произносится в нос, да? Вот именно этот звук нам нужно с вами научиться извлекать. Итак, мы. Поехали дальше. Шин. Шин. Шин и шин. Шин. Дальше. Тен. Тен. Через обыкновенную Н и тен. 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 Кен. Кен и кен. 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 Дальше. Тын. Тын и тын. 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 Едем дальше. Алан. Алан и алан. 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 Дальше. Анкау. Анкау. Сначала через обыкновенную Н. Анкау. Букву К я вас уже научила читать, так что, в общем, где-то там, где-то на моем канале уже есть видео на эту тему, так что вперед смотреть. Анкау. Анкау и анкау. Думаю, у вас все получается. Шапшан. Шапшан и шапшан. Шапшан. Как вы помните, большие слова мы делим по слогам. И у нас случается магия, мы научаемся читать по-казахски. Ну, кстати, не только по-казахски. Итак, дальше. Кенсе. Кенсе через обыкновенную букву Н и через Н с хвостиком. Кенсе. Кенсе и кенсе. Кенсе. Ударение, как правило, на последний слог. Думаю, вы помните. Дальше. Данк. 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 Кстати, хотела сказать еще одно важное правило. Буква Н с хвостиком никогда не пишется в начале слова. Как правило, либо в середине,
либо в конце. Да-да-да, вот такие правила. Данк, данк, данк. Дальше жамбар, жамбар, жамбар. Поехали дальше. Оран, оран. Палочка с точкой у нас, да? Как же ее научиться читать? Это нечто среднее между буквами и и. Обязательно будет видео на эту тему. Вот, по мягкости, да? Палочка с точкой – это нечто среднее по мягкости между буквами и и. И при этом коротко произносится о, о, оран, оран, оран. Ну и снова читаем через букву Н обыкновенную, а теперь через букву Н с хвостиком снизу. Рн и рн. Итак, следующее слово. Мандай. Мандай. А теперь через букву Н с хвостиком снизу. Мандай. Или через дифтонг Н плюс G, да? Мандай. Ничего сложного. Кантар. Кантар. Сначала через Н. Кантар. А теперь через Н с хвостиком. Кантар. Кантар. Следующее слово. Манз. Манз и манз. Думаю, все он получается. Едем дальше. Слово улин. Улин. Как прочитать букву О черточкой снизу? За основу нужно взять букву Ё. Но если мы прочитаем через Ё, у нас будет следующее, да? Ёлен. Так вот, эту букву О, а точнее то, как мы ее применяем, эту букву О нужно прочитать после согласной. Например, слово пес, и буква Ё уже будет звучать как то есть и краткую в начале буквы Ё вы уже не слышите. Вы слышите остаточное звучание, звук э, 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 Ölin, Ölin и Ölin, Ölin. Погнали дальше. Самрал, клак, самрал, клак. Са, самрал, клак. Здесь есть одна неизвестная буква. Это буква У черточкой снизу. Как же ее научиться читать, да? Очень-очень просто. Видео, конечно же, будет на моем канале. Ну, а пока объясню по-быстренькому, да? За основу нужно взять букву О, обыкновенную. Но прочитать ее очень и очень коротко. Флаг, флаг, флаг. Сарал, флаг, сарал, флаг. Следующее слово. Жинульдок. Жинульдок. Сначала читаем через букву Н обыкновенную. Зенульдок. Теперь через букву Н с хвостиком снизу. Жинульдок. Жинульдок. Ну и так как палочка с точкой, которую я уже вам объяснила, как читать, это мягкая буква казахского языка, то буква Л будет читаться тоже мягкой. Жинульдок, как будто там написан мягкий знак. Жинульдок. Следующее слово. Енбек. Енбек. Енбек и енбек. Дальше. Ертем. Ертем. Ничего сложного, да? Следующее слово. Тан-ертем. Тан-ертем. Здесь целых две буквы Н с хвостиком снизу. Сначала через букву Н обыкновенную. Тан-ертем. А теперь через Н с хвостиком снизу. Тан-ертем. Тан-ертем. Следующее слово. Кюмль. 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 Кюмль и кюмль. Смотрите, так как буква О, то есть палочка с точкой, то буква Л читается мягко. Кюмль. Кюмль. Едем дальше. Сарандок. Сарандок. Сарандок и сарандок. Сарандок. Погнали дальше. Тиосос. Тиосос. Тиосос и тиосос. Терем-дету. Терем-дету и терем-дету. Ничего сложного. Запукаш.
то запкаш. И читаем через обыкновенную «м», чтобы сравнить. То запкаш. Не то, да? То запкаш. То запкаш. Жанлак. Жаналак или жалак. Жаналак. Попробуйте еще раз, если вдруг у вас не получилось. Мгм. Следующее слово Менгерда. 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 Менгерда и Менгерда. Следующее слово Комарау. 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 И заключительное слово, а может быть не заключительное, сейчас посмотрим. Финус. Финус. Финус и финус. Ну и все-таки давайте еще один списочек слов, чтобы уж, знаете, так наверняка закрепить, как читается буква «Н» с хвостиком снизу. То, дау, то, дау, о, хо, дау, м, хо, дау, мин, ге, ру, мен, ге, ру, то, не то, ну, а то, то, язычком тянемся вверх, ну, да, палочка с точкой, это нечто среднее между буквами У и И, надеюсь, вы помните об этом, да? Дальше, тау, дау, тау, дау, тау, дау, зал, дас, тару, зандас, тару. Буква «ы» читается коротко. Дальше. Терем, терем, ырым, ырандел. Шандату. Ан, аңгы, әңгімелеу. Он, ондау. Кеңесу, кеңесу, кеңесу. Жеңу, жеңу. Итак, дамы и господа, я надеюсь, что эти 100-500 слов помогли вам научиться читать букву «Н» с хвостиком снизу, ту самую, что используется в казахском языке. Ну и также, как вы заметили, она используется и в английском языке тоже при сочетании буквы «Н» и буквы «Д». Вот. По-моему, она еще этот звук используется в немецком языке и во французском. В общем, врать не буду, напишите. И давайте помогать друг другу изучать языки. А с вами была я, Юлия, from Казахстан.